Здравствуйте! В эфире передача «Мой путь к Богу». Наша сегодняшняя гостья, скажу в качестве небольшого такого представления, из мира православных татар, если можно так сказать. Вот. Расскажите немножко о себе, о своей семье, как, собственно говоря, произошло ваше вхождение в церковь и когда именно? Я сама родом из Самарканда. Моя мама вышла замуж в свое время за татарина. И когда нас было у мамы двое, то бабушка вместе с мамой отвели нас в православную церковь и покрестили. Потом у меня родилась еще маленькая сестренка, и ее тоже покрестили. Сколько вам тогда было? Годика два, может быть, чуть больше. До этого времени я была Наилей, вот, поэтому часть моих родственников помнит меня как Наиля. А потом мне дали при крещении имя Дарья, и мама поменяла документы, я так до сих пор являюсь Дарьей. И после, когда начались гонения на русских в тех областях, мы были вынуждены покинуть страну и уехать в Москву. Здесь мы долго жили, тяжело, пока приспосабливались. И нам, конечно, очень помог приход, в который мы ходили. Мама сразу стала петь на клиросе, активно участвовать в деятельности церкви. Потом вышла замуж за папу, тогда он был алтарником. И потом у нас народились еще 3 маленьких деточек дома. И таким образом, теперь у нас у мамы 6 детей. Мы все ходим в храм, слава Богу. Но в свое время я закончила школу лет 7 назад и переехала в Москву к своему папе биологическому, к татарину. И вот мы со своим братом старшим, который уже в то время жил там, с папой, и мы стали активно взаимодействовать, и наш папа стал нас приобщать к исламу. Это было систематически, это было очень красиво. Папа говорил о том, что ислам – это самая лучшая религия, что если мы будем в исламе, то у нас будет все, о чем мы только не пожелаем. Ну, к сожалению, мой брат подался на некие такие пропагандистские лекции папины и принял ислам. Ну, я по воле Божией и по его помощи сказала, что я предателем веры христианской не буду, и, слава Богу, пока держусь, вот, никак в ислам не перейду. Как он это, принял ваш отец ваш выбор? Нет, не принял. Не принял. В свое время были тяжелые взаимоотношения, потому что папа цитировал мне Библию, цитировал Коран, искал какие-то проблемные моменты в 2 религиях, просил, чтобы я ему что-то объяснила. И все эти недоразумения приходили в конфронтации. Но в свое время я поняла, что доказывать ничего не нужно, ругаться не нужно, и просто стала показывать ему своим примером, как нужно себя вести. Но вот до сих пор мы так и живем. Он ходит по пятницам в мечеть, я хожу по субботам, воскресеньям и по праздничным дням на службу. Как отношение, как общение с отцом было на эту тему, я понял. А как с братом, собственно говоря, вы общались, затрагивали эту тему? Да, вы знаете, мой брат пришел ко мне когда-то и сказал: «Ты знаешь, сестра, будешь ли ты дружить со мной после того, как я приму ислам?» На что я ему сказала: конечно, буду, ты мой любимый брат. И он мне сказал честно, что вот он полчаса назад принял, собственно говоря, Мухаммеда и принял ислам. Ну, я своего брата люблю в любом случае, потому что он мой брат, он моя кровь. Отношения были хорошие всегда, несмотря на конфессиональные различия. Но, тем не менее, в последнее время он долго отсутствовал. У него были свои скорби в жизни, свои проблемы и со здоровьем, и с учебой, и с делами. И сейчас, слава Богу, мы очень рады всей семьей, что он возвращается в лоно церкви. Постепенно, но возвращается. И мы надеемся, что в скором времени мы опять с ним вместе будем ходить на службы. Да, слава Богу. Вот. Собственно говоря, вот здесь уже, может быть, в Москве, произошло ли как-то для вас знакомство с татарской культурой и, там, может быть, с другими православными татарами? Да, вы знаете, слава Богу, это случилось, потому что я всегда была рада, что я имею татарские корни, потому что у татар очень хорошая культура, национальные особенности. И мне всегда очень хотелось петь татарские песни, потому что я с детства занимаюсь вокалом профессионально. И татарский язык мне всегда нравился, национальные наряды, узоры и все такое прочее. И я пришла не так давно в татарский центр, который находится на Третьяковской.
для того, чтобы внедриться в него и учить язык и, собственно, петь на нем песни. И узнала, что там есть некое сообщество православных татар крещенных. Была очень рада и созвонилась, собственно, с координатором, с ведущим специалистом этого направления, с Динарой Бухаровой, которая меня просветила по всем аспектам деятельности православных татар в Москве и в этом центре, соответственно. Рассказала о том, что сейчас проходят молебны на татарском языке, что татары православные посещают Сабантуй, национальный татарский праздник, и другие различные мероприятия. И вот сейчас я активно занимаюсь различными вопросами в татарском центре, буду скоро изучать там татарский язык и петь национальные песни. А как вот, скажем так, другие какие-то, вот если не брать отца, другие знакомые или родственники вот, по этой татарско-мусульманской линии, как с ними у вас отношения складывались? Вы знаете, с родственниками по папиной, по татарской линии тяжеловато, потому что они очень тяжело принимали меня в свою семью, к себе в дом, в гости. Это такие очень интересные люди, которые говорили, что они истинные мусульмане, и при этом могли вытерпеть православного человека рядом с собой, ну или несколько часов, или несколько дней, в зависимости от того, какой человек и насколько он терпеливый и человеколюбивый. И есть много знакомых у нас, например, в Казани, к которым я приезжала в гости много раз, и сейчас просто у меня нет желания посещать их дом, потому что контратака на христианскую веру в лице меня, да, началась очень нехорошая, и мне очень обидно слышать плохие слова относительно православия. И я считаю, нужно больше в их дом не приезжать. В таких случаях действительно, если к этому свое сообщение, лучше, конечно, взять паузу в общении. Вот. Иногда бывает так, что и люди, настроенные крайне негативно к церкви, к христианству, все-таки открывают для себя Христа. Бывает такое, и в нашей студии были немало таких примеров, немало таких людей, которые когда-то в какие-то периоды своей жизни даже и подумать, и помыслить не могли бы, чтобы они могли прийти и стать христианами. Но потом Господь их приводил. Вот, так что дай Бог, чтобы и эти ваши близкие, они бы открыли для себя Христа. Потому что очень часто люди не понимают и не видят красоты христианской веры из-за того, что у них есть определенные стереотипы, которые они сложились. Вот. И есть определенный страх, в особенности это что касается мусульманской среды. Что касается какой-нибудь другой среды, может быть, это не всегда так, но мусульмане все-таки значительно еще связаны с обществом. Вот. В вашем случае как бы не было этой связи. Вот. Вы росли, так сказать, без этой связи. А так люди, которые воспитаны в семейных вот этих знакомствах, во всем этом они находятся, и все это их создает мир вокруг них. И, конечно, они понимают, что для них поверить во Христа и стать христианином – это не только просто стать христианином. Это значит, что нужно пойти вот на ту конфронтацию, с которой вы столкнулись отчасти, а они столкнутся с ней, может быть, в большей степени, или, по крайней мере, они этого опасаются. И поэтому, конечно, весь этот такой клубок таких вот противоречий делает затруднительным для людей даже то, чтобы посмотреть в сторону христианства. Вот. Но такое, конечно, бывает, и может быть, и путь ко Христу открыт для всех. Но если у человека пока что такая стадия конфронтации, вполне естественно и нормально взять некоторую паузу в отношениях. Я думаю, что это вполне естественно и нормально. В принципе, конечно, встретить человека с татарскими корнями православного совсем не сложно. Вот. В каждом храме, в московском, точно в каждом храме есть такие прихожане, и не один. Вот. И в нашей истории есть, и даже выдающиеся там представители татарского народа, и современные там, и деятели культуры, искусства, которые принимают православие, и это известно. Вот. Поэтому, конечно, в общем-то, я надеюсь, что со временем это будет помогать и таким вот негативно настроенным татарам все-таки смотреть на это шире и принимать выбор человека, который выбирает христианство. Но вот если немножко перейти уже к другому выбору, не религиозному, а жизненному, вот, насколько я знаю, вы учитесь и
насколько понимаю, решили связать свою жизнь со сферой, близкой к здравоохранению. Вот. С чем был связан такой ваш выбор жизненного пути? Когда закончила школу, моя подруга, уже учившаяся в третьем медицинском университете, предложила мне подать документы в приемную комиссию. Я очень заинтересовалась клинической психологией и подала документы. Но, к сожалению, мне перезвонили, сказали, что поздно, и я не прохожу. Я очень обиделась и целый год занималась другими полезными вещами. А на следующий год опять подала документы повторно в эту же приемную комиссию с надеждой, что теперь-то уж меня точно возьмут. Но не тут-то было. И мне перезвонили из приемной комиссии, из факультета медико-социальной работы и предложили учиться у них на бюджетном отделении. И я на самом деле была очень рада, потому что понимала, что Господь дает мне вот это новое направление, вот эту такую милосердную работу, наверное, если можно так выразиться. И этот факультет открыли именно в этом году, когда мне позвонили. Как говорит мой папа, для меня открыли этот факультет. Я отучилась там 4 года, защитила диплом по паллиативной медицинской помощи, занимаюсь различными вопросами здравоохранения, посещаю социальные учреждения, психоневрологический интернат номер 11, работаю с детками в ПНИ, и мы там с одним батюшком отцом Николаем Петровым проводим службы. Посещаю паллиативные центры, хосписы, работаю иногда нянечкой и в настоящее время еще работаю в третьем медицинском университете лаборантом кафедры. Вот в вашей вот этой деятельности уже, ну, собственно, можно сказать, практики, которую вы проходили и проходите, практически вот применение тех знаний, которые вы получаете, помогает ли вам вера? Чувствуете ли вы как бы помощь Божию, ну, скажем так, молитесь ли вы за своих там пациентов, за этих детей? Или, как сказать, вера отдельно, работа отдельно? Нет, конечно же, вера и работа – это две вещи, которые нельзя разделять, потому что без веры работа будет совсем не та. Она будет даже нелюбимая, и результаты будут не те, которых ты хочешь достичь. И в работе, вы знаете, я осознала одну вещь, что люди, которые больны онкологией, в частности, на последних стадиях своей жизни, они очень нуждаются в какой-то большой-большой надежде, потому что все, что было в их жизни, они сочли пустым и нецелесообразным, и не видят смысла в том, что они умирают и куда они попадут дальше. Я для себя открыла такую вещь, что когда человек уже находится на последней ступеньке своей жизни перед смертью, то если сказать ему, что на этом жизнь не заканчивается, что есть другая жизнь, что можно покаяться, можно прийти к Богу или просто посидеть молча с этим человеком, помолиться за него, это будет прекрасная помощь ему в его дальнейшей жизни и на данном периоде его болезни. Да, здесь, конечно, вот тоже возникает связь с такой вот больной современной проблемой, а именно вот тема эвтаназии, которая во многих западных странах уже принята. У нас тоже есть сторонники эвтаназии. Мне доводилось читать вот там их аргументы, выслушивать их точку зрения. Конечно, здесь есть некоторый и утилитарный подход. То есть, если человек уже не может быть полезен для общества, а наоборот, высасывает деньги общества без надежды, что с него эти деньги потом обратно можно вернуть, так зачем этот человек нужен? Просто отрезать его и выбросить. Это то, что я вижу, что стоит за этим подходом. И некоторые там медики, представители медицинского сообщества на Западе, например, это не скрывают, что речь идет о сокращении медицинских расходов, которые не, так сказать, не практичны. Нет смысла тратить. Дело не только даже в деньгах, а ресурсы медицинских работников, так сказать, эти препараты специальные, поддерживающие жизнедеятельность, медикаменты. Зачем их тратить на людей, которым все равно уже, так сказать, только продлять их пребывания, которое все равно их невозможно вылечить. Вот. Но при этом, конечно, прикрывается это такими гуманистическими аргументами, что человек мучается, человек страдает, и все равно ведь он и дальше будет страдать. И так вот в страданиях он умрет, и тогда чего ради вот ему еще продлять эти страдания, не лучше ли ему так сказать, помочь уйти из жизни. Хотя на самом деле это является одновременно и самоубийством, и убийством. Вот. И, конечно, мы знаем с христианской точки зрения, в этом случае человек лишает себя вечности, поскольку он совершает тяжкий грех самоубийства. И врач, который ему в этом помогает, или родственник, который ему в этом помогает, тоже совершает этот же тяжкий грех.
Вот. Но с другой стороны, помимо всего этого, у человека таким образом крадется последняя возможность для исправления жизни, последняя возможность для покаяния. Конечно, никто не хочет страдать, никто не хочет испытывать мучительных этих переживаний, вот, но это то, что может стать для человека очищением его души. Это то, что может преобразить его, и да, на последние вот этой ступеньки своей жизни, но может сделать его достойным для Царствия Божьего. Вот, не знаю, как вот по вашим наблюдениям, насколько это соотносится с тем, что вы видели или наблюдали. Я начну, наверное, с того, что последние новости европейского здравоохранения говорят о том, что сейчас подвергаются эвтаназии не только люди с онкологией, но люди из психоневрологических интернатов, люди, страдающие психосоматическими заболеваниями, психическими. Это люди, которые страдают даже депрессиями. То есть получается по их логике, что если человек страдает, вне зависимости от уровня его заболевания, то его можно убить. Да, прекратить его страдания вот ежеминутно. И это, конечно же, очень ужасно. И вот о том, что вы говорили выше, действительно, если у людей материальная составляющая выше духовной составляющей, то здесь о милосердии, человеколюбии, сострадании даже можно не говорить. И, конечно же, люди, с которыми сталкивалась я, они очень положительно относятся к словам о Боге, к словам о религии, о другой жизни, потому что очень мало людей, которые бы смогли об этом им сказать, потому что даже есть очень много специалистов, которые просто боятся сказать об этом человеку в последние дни его жизни. Но я думаю, если говорить аккуратненько, если читать духовную литературу, например, Антония Сурожского, да, который тоже работал в свое время с онкологическими больными, и его последователей, Фредерику де Граф, например, которая всю свою жизнь потратила, да, на помощь онкологическим больным, находящимся в хосписе, то можно понять, что действительно без веры подходить к человеку на беседу и как-то снижать его уровень заболеваний душевного и физического очень тяжело. Да, тем более, что тема смерти – это то, что повергает в растерянность, в общем-то, современного человека, в особенности, может быть, даже больше, чем человека древности. Как правило, родственники избегают этих тем с тяжелобольными. Вот. Друзья избегают этих тем. Все, наоборот, стараются внушить ему, что да ничего, да ты еще поправишься, да ты еще там будешь бегать, да у тебя еще и то будет, и это будет. Понимая, что это неправда. Вот, и мне самому доводилось слышать, как бы, и звучит это, конечно, ну, скажем так, отчаянно звучит. И самому человеку, который находится вот в преддверии смерти, ему это нисколько не помогает. Более того, он чувствует себя особенно одиноким, потому что то самое главное, что сейчас произойдет в его жизни, ему не с кем обсудить. Он остается один на один. Если у него нет верующего человека и знакомого, если он не исповедуется там священнику, допустим, если он не читал книги, которые посвящены этому, вот, как, например, там, книга там, отца Даниила Сысоева, там, «Инструкция для бессмертных», какие-то книги, связанные с православным пониманием смерти и подготовки к смерти. Вот. Конечно, такому человеку очень тяжело. Но если у человека есть возможность исповедоваться, причаститься, и это сильно меняет его. Мне тоже доводилось встречаться и исповедовать людей, которые вот в таком положении было. И я видел, насколько это помогало им в их личностном росте. Вот. И, конечно, жалко, что по-человечески жалко, что оборвалась жизнь, так сказать, раньше, чем человек, может быть, что-то еще мог бы принести со светской точки зрения, но из духовной и просто с личностной точки зрения для тех людей, вот, которым мне доводилось общаться, которых исповедовать, которые первый раз приходили к исповеди, для них это было не проклятием, для них это не было бессмысленным мучением, отнюдь. То время,
которое они переживали, может быть, было наиболее осмысленным в их жизни. Потому что в этот период человек получает возможность, не все этой возможностью пользуются, но получает возможность начать переосмыслять то, что у него было, и к чему это пришло, что он может успеть сделать за то время, пока у него оно остается. Вот. И, конечно, идея эвтаназии, которая ворует у человека эту возможность, ворует у человека эту перспективу, она, конечно, и с этой стороны тоже чудовищная. И действительно, это касается не только неизлечимо, как-то смертельно, тяжело больных. Я и сам был потрясен, прочитав недавно про случай, когда подвергли эвтаназию на Западе женщину, которая была просто в депрессии. Эта депрессия была затяжная, и она была несколько лет в этой депрессии, но это даже не какие-то постоянные физические страдания. Вот. Может быть, ей бы просто на исповедь бы прийти. У нас здесь тоже в нашей студии была девушка, которая много лет мучилась от депрессии, очень тяжело ее переживала. Всего одна исповедь и причастие полностью ее от этого освободила. Я понимаю, что светские врачи могут не руководствоваться этим, но, конечно, таким образом одобрять фактически самоубийство, это, конечно, очень печальное и очень тревожное явление, что люди думают, что в этом мире они только для того, чтобы получать наслаждение, а если по какой-то причине ты наслаждение получать не можешь, эта жизнь для тебя бессмысленна, и ты для этой жизни бессмысленен, поэтому собирай свои вещи и, так сказать, уходи отсюда, из этой жизни. Это, конечно, прямо противоположный взгляд, чем тот, которым руководствовались и наши предки, и предки тех же самых европейцев, те люди, которые создавали нашу цивилизацию. Для них были вещи поважнее, чем развлечения. Жизнь не состоит и не может состоять из развлечений. И, конечно, особенности это вопреки христианству, потому что, еще раз повторю, никто не говорит о том, что там нужно специально как-то испытывать боль, болезненное переживание, но и невозможно отрицать того, что страдания могут быть очищающими и облагораживающими душу человека. И это тоже опыт любого человека, который был в болезни, который был в скорби, который не озлобился, он понимает, что это то, что не делает тебя ущербным, а наоборот, это делает тебя более человечным, более человеком. Но по моим впечатлениям, все-таки, может быть, конечно, это не какая-то научная выборка. Среди людей, близких к здравоохранению, людей воцерковленных, нельзя сказать, что их большинство. Не знаю, сейчас, может быть, как-то изменилось. Среди тех, кто с вами учится, какой процент людей верующих? Ну, вы знаете, я думаю, 45% точно православные люди. Только они не всегда это афишируют за ненадобностью. Вот. Но, как выясняется, при тесном и близком контакте или наличии каких-то там проблем, когда эти люди помогают тебе их решать и наставляют тебя, помогают, ты понимаешь, что они действительно истинные христиане. И это очень радует, что они очень помогают людям в их проблемах. Например, мой профессор недавно крестился. Вот с того момента, как я пришла на работу, это было очень приятно. Он со мной первый поделился, спрашивал меня постоянно разные вопросы относительно православия. Мне было очень приятно. Моя подружка работает в детской реанимации, очень замечательный врач. И вот они со своим заведующим крестят новорожденных, которых уже невозможно спасти. И это тоже очень прекрасно. То есть новые малыши попадают в Царство Небесное такими ангелочками. Да, поэтому это все делается инкогнито, незаметно, это все не афишируется. Но это действительно истинно православное действие. Слава Богу, и надеюсь, что по милости Божией у нас будет все больше и больше людей находить для себя истину, независимо от того, кто они по профессии, по специальности, по научному багажу, по этническому происхождению, по настоящей данной религиозной принадлежности. Вот, потому что вера православная – это то, что открыто для всякого, и то, что всякого, кто придет к ней,
обогатит. Спасибо вам за ваш рассказ. Я напоминаю нашим зрителям о том, что вы можете присылать ваши вопросы, замечания, пожелания на наш электронный адрес. Помощи Божьего. Храни вас Господь.